Россия и Казахстан – самые богатые природными ресурсами страны постсоветского пространства. При этом за последние 10 лет государства достигли в этой сфере такого уровня сотрудничества, который иначе как беспрецедентным не назовешь. Как вместо конкурентов стать партнерами и в чем причина столь успешного взаимодействия? Это местечко Досор. Буквально плавясь при 40-градусной жаре. Просто невозможно представить, что зимой столбик термометра показывает здесь те же 40 градусов, только уже со знаком минус. Такие особенности национальной нефтедобычи. Как закалялась сталь по-казахски. Это история о том, как из поколения в поколение, вопреки нечеловеческим погодным условиям, здесь добывали черное золото. Здесь народ потомственные нефтяники. Может, это человеческий дар, это переходит из поколения в поколение. Это сказывается в основном в человеческом характере. С детства это, как говорится, закаливает человека, то есть молодое поколение закаливается с детства, видя своих родителей, как они в свое время работали. Это пример, большой пример. Откуда есть пошла казахская нефть? Самое древнее месторождение Казахстана – Досор. И самая первая скважина. И более 100 лет разрабатывается с 1911 года. Говорят, на открытии присутствовал сам Альфред Нобель. Ну и, разумеется, одной скважиной дело не ограничилось, когда стало понятно, какие богатства скрывает безжизненная с виду степь. Свой след досорская нефть оставила не только в истории Казахстана, но и в нашей общей истории. Во время Великой Отечественной войны топливо, добытое на местных месторождениях, без переработки отправлялось на фронт. Как говорят, качество нефти было настолько высоким, что ею сразу заправляли танки. Так Досор сыграл свою роль в нашей общей победе над фашизмом. Мы все из Советского Союза, и русский язык для нас является каким-то не таким иностранным языком. Вот. И общение и обсуждение вопросов именно с российскими коллегами, они, конечно, намного проще для нас. События последних лет показывают, что мы все теснее и теснее продолжаем сотрудничество в рамках уже таможенного союза, единое экономическое пространство, когда упрощаются некоторые пограничные вопросы, таможенные вопросы. Я думаю, что это приведет к более таким ощутимым, чем раньше, результатам и более быстрому продвижению всяких совместных проектов. Ну и, разумеется, вопрос сотрудничества не мог обойти нефтедобывающую сферу, столь важную для обоих государств. Согласно оценке международных экспертов, на Казахстан приходится почти 2% общемировых резервов нефти и газа. По прогнозам аналитиков, запасы нефти в республике составляют порядка 30 миллиардов баррелей. По этому ресурсу страна занимает 12-е место в мире. По итогам прошлого года нефтедобыча составила почти 82 миллиона тонн нефти и газоконденсата. За годы независимости нефтегазовый сектор Казахстана стал одним из ключевых элементов экономики. Отрасль обеспечивает порядка четверти ВВП страны и около 2/3 государственного бюджета. Нефтяной столицей страны называют город Атырау в западной части Казахстана. С точки зрения интеграционных процессов, это место во всех отношениях знаковое. Немного евразийского символизма. Вплоть до недавнего времени левобережная сторона города Атырау называлась Бухарской, а та, что по правую сторону реки Урал, Самарской. Посыл простой: город один, а части света разные. Ну и вот он, главный евразийский символ. Здесь, в Казахстане, принят свой вариант континентального межевания, и мост через Урал прямо в центре города служит той самой границей и связующим звеном между Европой и Азией. Здесь на стыке цивилизаций идет тесная совместная работа, где во главу угла поставлены общие интересы. В этом смысле нефтяная отрасль не то что не исключение, а скорее даже образец. В этой отрасли взаимодействие с нашими российскими партнерами – это
использование современных каких-то передовых технологий, которые сегодня используются в России, или наоборот, они перенимать будут у нас тот опыт, который мы сегодня получили, работая с западными и иностранными компаниями. Разработка месторождения Тенгиз началась еще в 1993 году. На данный момент совместное предприятие объединило сразу 4 компании из США, Казахстана и России. Несмотря на то, что в 1993 году, сразу же после только обретения независимости Казахстана, в таких достаточно сложных условиях было создано беспрецедентное предприятие совместное, где американские, российские и казахстанские интересы сошлись вместе. И вот на протяжении 20 лет сотрудничество можно назвать достаточно удачным. Сейчас этот проект один из самых успешных в Казахстане, можно смело говорить. Как в плане производственных показателей, это объем добычи нефти 27 миллионов тонн в год. В прошлом году был достигнут рекордный для этого месторождения. И так и по поступлениям в государственные бюджеты и поступлениям дивидендов для партнеров. Но добыть нефть – это еще полдела. Вопрос далеко не праздный, что делать с ней среди песков под палящим солнцем. Транспортировка нефти в степи – задача сама по себе уже в высшей степени непростая, и первыми всю тяжесть этой ноши в прямом смысле прочувствовали первые перевозчики. Еще до появления всех трубопроводов черное золото целыми караванами в специальных кожаных мешках перевозили верблюды, но, к счастью, технологии взяли свое, и чудесные животные могут спокойно отдыхать. Это уже чисто специфический казахстанский фактор. Это фактор доступности географической и транспортно-логистической доступности крупных рынков. Поскольку, как вы знаете, Казахстан – это страна, одна из наиболее удаленных от мирового океана стран мира. У нас до любого крупного морского порта не менее 3000 километров из любой точки Казахстана, чтобы доехать. Несколько границ необходимо пересечь, и это огромные и транспортные издержки на любой бизнес, которые ограничивают развитие, особенно того, что мы называем обрабатывающим сектором экономики. Здесь на передний план выходят перспективы, которые открываются в свете евразийского сотрудничества. Стратегическое значение для Казахстана имеет транзит нефти на запад через Россию. Но обо всем по порядку. В сложнейшей системе магистральных трубопроводов особого внимания заслуживает перекачивающая станция имени Касымова. В советское время город назывался Гурьев, теперь Атырау. Ну а вот связь и вполне себе материальная. Одно из старейших направлений транспортировки нефти из Атырау. Шли времена, сменялись политические режимы, вместе с ними менялись и названия. Так здесь, например, раньше было написано Гурьев-Куйбышев. Неизменным оставалось и остается одно. По этой самой трубе нефть из Казахстана поступает в Россию, теперь в Самару. Сама труба, кстати, новая. НПС Касымова – это узловая станция. Сюда сходятся нефти с различных месторождений, да, поэтому и отсюда осуществляется отправка этих нефтей тоже в различные направления. Налив на Феодосию, Одессу мы наливали раньше. Ну, различные направления. НПС Атырау – важнейший узловой пункт на одной из центральных нефтеносных артерий Казахстана – Узень-Атырау-Самара. Магистральный нефтепровод проложен от месторождения Узень до Атырауского НПЗ и дальше соединяется с системой нефтепроводов российской транснефти в направлении Самары. Протяженность составляет более 1380 километров, большая часть на территории Казахстана. Объем прокачиваемой нефти 15 с лишним миллионов тонн, максимальная пропускная емкость 30 миллионов тонн нефти. У нас переплетены не только экономические и политические интересы. И, конечно же, география сама определяет то, что между нашими странами сотрудничество, особенно в нефтегазовой отрасли, оно, конечно же, предрешено за нас это было. Это, мне кажется, ключевая составляющая для успешности проектов в нефтегазовом секторе, поскольку они сложные, поскольку они долгосрочные. Здесь речь идет не о коротком проекте для получения быстрой прибыли, здесь речь идет о 40-30 годах постоянной совместной работы.
Наряду с экспортом углеводородов в Казахстане активно развивается и собственное производство. Атырауский нефтеперерабатывающий завод является первенцем отрасли. К проектированию приступили еще в далеком 1943 году. Строительство шло в нелегких условиях военного времени. Сегодня Атырауский НПЗ – это еще один впечатляющий пример преемственности и развития. За более 60 лет работы завод превратился в современное предприятие по выпуску нефтепродуктов. На установке депарафинизации дизельного топлива мы получаем продукцию до минус 30 застывания. То есть это довольно-таки качественный продукт. Единое экономическое пространство стало настоящим импульсом к развитию нефтегазовой отрасли страны. Сейчас на заводе полным ходом идет уже второй этап реконструкции – строительство комплекса по производству ароматических углеводородов. Установка на производительностью у нас переработки 1 миллион тонн по сырью. Но сырьем является гидроочищенная нафта. Вот. Существующая установка у нас для получения высокооктанового компонента, она всего лишь 300 тысяч. Далее получение ароматических углеводородов даст возможность развить нам химическую промышленность. На своем пути казахская нефть проходит через огонь палящего степного солнца, сотни километров трубопровода и даже воду. Порт Актау на восточном побережье Каспия – главные морские ворота для нефти из Казахстана. Это единственный в республике порт, предназначенный для международных перевозок. Переоценить его значение уже поэтому просто невозможно. Кроме того, Актау играет роль соединительного узла на стыке европейских и азиатских транспортных маршрутов. И более того, через внутренние российские каналы Волгодон и Волгобалт Казахстану открывается выход в мировой океан. Актау в Казахстане называют не иначе, как своим окном в Европу. Но по-настоящему распахнуть это окно должны помочь соглашения, достигнутые в рамках Евразийского экономического союза. Самое важное, то, что сейчас происходит, это единое экономическое пространство создается с Россией, ну и в том числе Белоруссией. И для нас большие возможности открываются в том, что мы можем уже ходить, наши танкера могут ходить беспрепятственно через внутренние водные пути Российской Федерации. Мы считаем, что именно синергетический интеграционный эффект, он будет выражаться в том, что мы, во-первых, будем больше торговать между собой, у нас торговля будет увеличиваться, взаимные поставки будут увеличиваться, количество поставщиков, особенно для сложных каких-то производств, в наших странах будет расти, но, тем не менее, это не будет приводить к какой-то авторкии и замкнутости от внешнего мира. Наоборот, мы хотим интегрироваться для того, чтобы и больше торговать и с внешним миром. Экономическая взаимодополняемость двух стран, тесные связи со времен общего советского прошлого, определенная схожесть менталитетов, политических и бизнес-элит. Все эти факторы в совокупности сейчас привели к тому, что страны, которые вполне могли стать конкурентами на сложнейшем и богатейшем в мире рынке углеводородов, демонстрируют один из самых удачных на постсоветском пространстве примеров экономической интеграции.